Салам алейкум. Кайдавай от съездил от книги тира материал шо оше цайриш ас халха цагойтинир ош тахна тахдала ишта садака дагойта алфилуш юқиқан юқаза алмала зла диана тахсон цац комментарий он еликой иншаллах. Чеченские этические правила, чеченская культура. Слушай и соблюдай правила. Эти правила – твое наследство от наших достойных предков. Ты мусульманин, предавшийся Аллаху. Ты нах войнах, благородный. Ты нахчо, благовоспитанный. Ты одного из Тукхума представитель, коих 9. Ты тайпа своего потомок. И предков своих ты знаешь, не менее 7, а посему не оскорбят тебя, назвав рабом. Ты рода своего достойный человек. Ты сын отца и матери, для них надежда и милосердная опора. این سوال دیگر از ماتریال سوت عیاز نک اتنا هونی از نه هدو علشلی چودو اساسا Хож, Ахмат, Берсанов. Самое ценное на свете – это жизнь, состоятельность человека, это здоровье и его сердечность. Главное в жизни людей – это наличие ума и веры, степень величия человека, это человечность, счастье человека, это когда тебя любят, уважают люди. Прекрасное в нраве человека – это вежливость. Приличие в поведении человека украшает, этика взаимоотношений, нравственность, приятность в отношениях возникают с установлением приятельских связей. Самые высокие чувственные сладостные отношения – это отношение к матери и к той, что тебе по нраву. Самое хорошее в нравах человека – это доверие, сила человека, твердость намерения человека с людьми равняет достоинство. Чего стоит человек? Столько, сколько сам себе определил. Врагом человека является слабость, мягкотелость. Несчастье человека – быть завистливым. Быть бедным, быть алчным. Самые дорогие для сердца – нана, отечество, земля отцов. То, что приносит изобилие, достаток – это щедрость, то, что успокаивает, восхваление Всевышнего. То, что необходимо человеку, это бережливость. То, что останавливает горячность, вспыльчивость, терпение, хладнокровие, сдержанность. История, озвученная студентами во время обучения в Пакистане. Теперь мы будем говорить о свидетельстве разговора об Абу Ханифе. Скажи свое имя и расскажи. Меня зовут Ибрах Адиным. Расскажи об этом конкретно. Когда мы были там, то ситуация была такова. В каком городе вы были? Мы каждые 3 дня меняли место пребывания. С одной мечети перемещались в другую мечеть. В одном городе нам позволяли посещать только 2 мечети. Затем везли в другую провинцию, чтобы общаться с другими людьми, читать другим людям проповеди. Да 1 ват они хотели, как можно больше получить от нас пользы. Так вот, то ли Сайван или Сургут, место точно я не помню, но когда мы подъезжали, у них были такие автобусы, очень узкие и раскрашенные. В городе они очень быстро ездили, но когда они ехали по большой дороге, из одного города в другой, то они ехали не быстро, соблюдая определенную скорость. Будучи уставшими, мы приехали в этот город. Вот какое место, как в нашем городе Минутка. По такому типу большое кольцо. Эта площадь, наверное, больше, чем на Минутке. На 2-м ярусе большая мечеть, а внизу на 1-м ярусе базар и большой центр. Не помню в каком городе. Мы были очень уставшими. С нами были Саид Махмад, еще Рамзан, дальше не помню, в общем нас 7. Мы уставшие, на рузбе впереди наш имам, это тот муфтий, который приезжал к нам.
Он призвал быстрее подготовиться к Ламазу. Этот наш муфтий нет, не наш, тот, который приезжал к нам, быстро сделали малое омовение. На нас темное одеяние, форма, примета, что мы чеченцы, так хотел Хамзат, у всех на головах чеченские каракулевые шапки. Там прошел слух, что приехали чеченцы. У них был имам, не похожий на местных, высокий, крепкого телосложения, лицо у него, как сказать, некрасивое сказать тоже неправильно, в общем с серьезным брутальным лицом он, не похожий на них, на пакистанцев. Так вот, аш-шишане, говорит он во время проповеди. Говорил он не на арабском, а на языке урду, проповедь делал на урду. Все время повторял аш-шишане, в разговоре употреблял слово Чечни. Но, наверное, говорит о чеченцах, вот приехали, наверное, тем самым оказывает нам уважение. Мы из-за усталости, на самом деле мы одетые на голове каракулевые шапки, уставшие, клонящиеся ко сну, одолевает дремота. Он, имам, смотрит на нас, слезы падают у него, смотрит в нашу сторону, он продолжает проповедь. В таком положении, сдерживая усталость, чтобы быть на высоте, находимся и мы. Он закончил проповедь, закончили молитву, не обращая внимания на нас, он ушел. Я сказал Ибрах первому, он что был нами недоволен, не пообщавшись с нами, он ушел. Ибрах первым сказал, наверное, они считают, что мы чеченцы могут им сообщить им об исламе. Как и мы могли подумать, если они приехали бы к нам. Поэтому он, наверное, и ушел. Я на этом успокоился. При мне Ибрах один им подошел к муфтию, муфтий их и спросил, что, этот имам, который ушел, был недоволен нами? Он же ушел. Муфтий сообщил, что он, имам, был очень доволен вами. Не знаю, но он говорил о Чечне, о чеченцах и раньше, что чеченцы угнетаемый народ и раньше. Говорил, что Ха-1 Анифи был из чеченцев, этот имам. Этот муфтий очень. Нет, он, имам, сказал это во время чтения хутбы, что Ха-1 Анифи был из чеченцев, то есть имам Ха-1 Анифи, тот, что основатель мазхаба Мазабда. Тот, кто нам это рассказывает, муфтий очень хитрый человек. Что спросил я, Ибрах один им тоже с удивлением и любопытством обратились к нему муфтию. Расскажи, что это? Он, муфтий, сказал, что я никогда не слышал раньше об этом. Ирах один им рассказчик, ведь Абу Хадин Аниф, основатель их мазхаба наш, это имам, основатель имам Шафии, а их Ха-1 Анифа. Что ты об этом скажешь? Муфтий, если я ничего об этом не знаю, то мне и сказать нечего. Так вот этот день проходит, второй день проходит, на третий день я в волнении, что он, имам, не появляется, чтобы еще что-нибудь услышать от него об этом, что он говорил. Затем после вечерней молитвы мы сидим, для нас накрывают скатерть, так и сидим мы. И вдруг я увидел его, что после молитвы он уходит. Он этот мулла-имам, который говорил о чеченцах. Я сказал, что теперь уж не трудно, чтобы его достать, поговорить. Ибрах первым второй сказал, оставь его, если он с нами не хочет разговаривать. Валлах один и Белах один и не оставлю. И я сильно возразил. Чтобы его оставить, Саид Махмад недоволен мной. Я знаю об этом. Не хочет, чтобы я шел к нему. Но зная, что я не остановлюсь, он тоже больше ничего не говорил. Другие тоже, они младше меня, они тоже ничего не сказали. Рамзан сказал, что не надо ходить туда, к нему. То, что он сообщил, это не то, что можно оставить, когда перед столькими людьми он объявляет, что Абу Ха-1 Аниф из чеченцев. Если бы он об этом то не знал. Я окликнул его, а шейх, спросил его здоровье и так далее. Спросил его, что ты говорил тогда. Он сказал, что говорил. Я спросил, откуда ты взял это? Имеется в виду, что Абу Ха-1 Анифа из чеченцев.
После моего вопроса он то от меня отпрянул, как будто хотел мне сказать, кто ты такой, молодой, чтобы я должен тебе отвечать. Потом ответил, что он взял это из своей родословной Силсилат. Когда он сказал, что это из его родословной, то я в недоумении подумал, о чем он говорит. Я спросил, а где эта родословная? Я подумал, наверное, он имеет в виду какой-нибудь архив. Он сказал, родословная у него дома. Я спросил, ты можешь нас принять у себя дома? Он молча стоял. Он только знает, что я чеченец и больше ничего. Постояв, он говорит, а наш Ишан, то есть, что он тоже из чеченцев. Что ты сказал? Я тоже чеченец. Ну как ты чеченец? Мы от старины одного тейпа Сабух один Анифой. Я пытаюсь у него побольше взять у него информации. Увидев наше поведение с той и другой стороны подошли к нам. Муфти местный тоже подошел, что он говорит, спросили. Другие я обнял его и сообщил другим, что он тоже чеченец. Эбрах один им сказал, ты так и не отстал от него, пока его не сделал чеченцем. В Аллахе он так говорит, сказал я. Эбрах один им тоже затеял с ним разговор. Эбрах один им знал арабский язык. Когда их муфти, пакистанец, подошел, то он перестал говорить с нами, и пока мы обменивались мнениями, он ушел к себе в помещение без всяких объяснений. Эбрах первым заметил, что он как-то не хочет говорить при этом муфти. Эбрах один им сказал, давай, как только муфти отойдет, мы зайдем к нему и поговорим. Я сказал, что он может уйти, а нам завтра из этого города надо уезжать. Давай зайдем и поговорим еще. Другие тоже захотели пойти с нами, и мы всей гурьбой зашли. Он нам сообщил, что 1100 лет назад мы пришли сюда, Пакистан, из Навчичой Чечении. Язык забыли, все забыли, но когда дети поступают учиться в школу, то на лоскутке пишем слово Чечня и пришиваем к одежде. Больше у нас ничего не осталось. Мы спросили, по какой причине вы оттуда, Чечения, пришли сюда. Он не ответил. Мы попросились к нему, не принял наши слова. Мы предложили где-нибудь встретиться, не среагировал. Муфти тоже зашел с нами и находился там. Он, имам, говорил, что я знаю, что вы хотите, чтобы я рассказал, но я записался на встречу с эмиром Хамзатом, который приехал сюда из Чечни, там на встрече я все расскажу. Эбрах один им сказал, что видимо он не хочет говорить на нашем уровне. Так мы его оставили в покое. Мы спросили потом у Хамзата о нем, он сказал, что ничего не знает об этом. Мы просили наших студентов, которые учились там, взять под контроль этот вопрос. Мы потом по приезде сообщили эту информацию Шарпуди Гапураеву, Мусе Багаеву. Они сказали, если так, то нельзя предполагать, что это неправда. Кроме той истории о переселении чеченцев в Турцию и Иорданию у нас никаких документов нет. Но если кто-нибудь из вас соберется туда, то можете любого из нас, историков, взять с собой. Если то, что говорил он, имам, правда, то для нашего народа это большое событие. У них в архивах это должно быть. Это место Сургут или Сайван, точно не помню. Его имя я не помню, хотя он представлялся. Ему было примерно от 55 лет. По приезде через Умара Ярычева звонили студентам, ничего не сделали по поиску этого человека. Мой комментарий: здесь говорится, что Абу Ханифа был родом из чеченцев, по заявлению этого имама. Если это предположение взять за основу, то необходимо указать, что Абу Ханифа родился в 699 году по Григорианскому календарю в Куфе, Ирак, то есть в 1 век по хиджре. Если предположить, что его предки были из чеченцев, естественно, в другие времена их называли по-другому, то последующие миграции, вероятно, были на Ближний Восток в 7, 8, 9, 10 веках, а затем участие в походах, в составе исламских вооруженных сил.
таким образом могли оказаться в Индии, то есть в современном Пакистане. Много вопросов. То, что этот человек, имам мечети, говорил так, это правда, есть свидетели. Ерсимата благородный, благовоспитанный, надежная опора, милосердная опора отца и матери, олуш, дешништа, сега билгидия канаца стандарт шиуш. Нохчи му филвиз, нохчи муобу, бакбол нохчи яш муобу, эла идака юқия дози та сама юшмет я школ я شحوينا يشمت رئيس دق عشان يشمت يساعدوا شلو دلداقة إذا بلسانه هو جمع دير ويدال جشتت هنا إذا الله خلاص عن طيب شرح تنجرلو ليلين ورسيس أسنسا سوء شاهدين زين دوتنا نحكي هلا قسلا مستشعر سوتي حات أهرت سوء إيازين طيسا غلق دو قونا شون واستال يقونا سيرا حال مودو آمل موهيو سانا خيشت كندو يقونا بلغل وقش واستال أو يرسي ما تعال شيء شن أبرز يقص إطيسا غلق دو إذا نقش ما تعيازين دو شنا إذا تكس يشريو أش أقاس يخا مسخينا ومسكي ناخ دقنا بقوين يقعها نقشمات سقيتش مقدلها سان يهودو مدو الحاجة يرسمات تاخ غوتشنا يخي يرسمات غوتشن وهيلينيو أقا يرسمات حيشي يهنقشمات تاخا يش دقدو وردقسان الاشتا يو إشلو داقة بسانة هو زما شعب يوتر وقتك يازدر هو إتنوغراف بيتش يوزش تاقود بيتش ترش يازين جينا دوتشم يازين دقو هم دقسو ديتان يهديتان شي ديروش كاتشو قاتشي هاديتان سو إذا يشمت يها وبيبليتيكي تيجا حوس اتخر بوكسر لوچ شينا اسما يشنا تا تلش لوخچنا حجمه گردوكسر تاقا قولا داقا تا استورير از تا داغويتي شودرتا ساغويتي شودرتا لا تاقا ويسا ستودنت شيدو قياس ستودنت شات اتيانا تا باكستاني باهنيرا دو ازل اسباع دو بريت لوشاله هاي تاس لوشاله هاي شولات اون بول بلا سيغبا شيء مجدي شو سيجاره دو وقت اما شما خلال سر سيجار كل مفتي حقين خذها شاش بولشا ام بيت بيت اس جروبا ان اشتا باهن بروش اقا اتكست اس اوديو أوديو از اشتا يرسماتا يقنا تكست ينيرسونو نقش ستوديانتش باكستاني حسيك بخا سان خزنك ساديتنك سيقال دوسي على سيقا ديتنك هدو سيقا ديتنك شاش مجدي عصان كانت ديت شاش مجدي عشرين اشتا إمام ورا قمال دشا منبر حل ولا مجديها سو اشتا يحسبت ويشوتري دولوش تا سوم اشتا إيش يحمر شرش إلي ويختري وشال اشتا إلي سو تا كوكاز كتيب أي دوقات سو باكستان سختار اختري ويسر يختار استا تو عشرين تخيجا تودو تحا يرش اشتا أشيشان أولوش اشتا هم دره يوصو نقش حقيقة يوصل شلوش ديناس أزوجتي وهنا إيش نقش ما هي غير
هدر مدر يعني شيء شاش بو نقش حبل شاش كوكب هدر كم دقو سأجري سبع سؤال إشت خلني بيلقي يكل سوا سؤالك هدو وي دي مذهب دو وي سا مذهب ده أبو حنيفة وق أس أبو حنيفة نقش أورمبو شو على إذا إلى باخ إشت تيجها إقامة شاش سيتسلول تأقى شلوش دينها شاش أدق دي زير بقى إشتا توان بولوش وش تقرا حدولة دي ذا ساعة التليفون همات أنا تذكر شاش بقى سوا يويت سات إستوريك شترجع دا دي تر شاش بقى يغلق أس تك قالك هدو إشت موت صغيرشين غلقش مصومة ديت نشاش الشيء بيرشنا هنسا شيء دوزلشنا وكوتش لها إشكول ديال خوش يخي تتصر دو يازدين تشنا على إشت يازدين إهم ليل دشاش وش بيتسبلت شاش ميشربو إهم ليل دشاش إذا إلي ربا قيت ساتسوماش دو تيج يازدنا نقصنا شينا إذا يش خلاه يتسنها هاي صدق أشدام الله يتسيق وحن سنة قصدر سيد محمد سن وشكت أسيلي إش دري سون يازن أودي ما يريسك إش دري شاحل هذا إقامل دش إشتغل إقامل دير با سيد محمد تيشل دير تأسيق ها سمالي بوش تبات شالكر سيجر بيركنا بير حلق بال بريمير مينستر وش يتسار إلي باشن دي در كنا إشت إلي شوختري دولوش سمالي عشق سقام دو شيء صار شيء موت بو الشوختري بوش اشتدو تيك حد شيء صار دور دريش تيك حاجة أساس وش موقع تيك هدو مودو على إذا يلير با اشت يكملش ديرك أو تيك صار يوخا دقو خان داعي على تأخذك إكسبيديتيش يا إذا هما أتو بالخليها يوت ابن توام خليل وين يو استاد دادي صندوق يقولك نتاقى وين ديسن هما داس وين نقشش ديسن هما داس ذا أتسيجر والسيك باكستاني أشول أتستق أس إمام وديسن دقس إيش خام بنا دقس دقا إيش تحول تح إيش تعجم كمين تاري دقس مو دره على إيش تنديس رح ما ديس أسا تأقى لا دو أس تكست ديشل دو أس لا دو أس تان إيش ما تعشينا إذا نادل دو قاش هند ألشي وإذا مو يعني ألشي سوسن ويك تو بقى خلا إذا إيش عطس إيش دخاي ترمي ما قصة عاش ويا سوسا عام وغير تشواتشون يتسمي هم بيبوش واتشون تأق إيش ما تعش ساخلا شيء خلا استعدلوا درقز على أصحك ها بشبوه بشنا دالا أتوبيل ويديك شو من ده دال مولها إن شاء الله نحكي قام تالور دو قلة قشة ديتور داس ديسر داس بوس بابلوش ويد أحيانش نحكي خير بقدال مولها إن شاء الله مارش عيد عدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته